хороша невеста наша. Ой, а вот жених-то ваш что-то не больно хорош. Меня тут чуть не женили. Культурный флекс – это самое теплое место в доме. Да. Наша задача проехаться по деревням и рассказать вам о культуре Самарской области. И, конечно же, показать коми-культуру, познакомить с коми-национальным костюмом. Поэтому я буду ездить в одежде с коми-орнаментами, либо вообще в одежде коми-охотника с топором за спиной. Поездка по Самарской области для моей семьи стала открытием. Мы были у поволжских немцев, чувашей, у мордвы, у татар, проповедующих ислам, и у православных татар, у русских. Все народы, у которых мы гостили, сохраняют свою культуру, традиции, язык. Они не стесняются своих корней, а наоборот, гордятся ими и в своем многообразии дополняют друг друга. Моя цель как коми-этноблогера, чтобы в Республике Коми стало больше молодежи, которая знает свою культуру, чтит традиции и не стесняясь разговаривает на родном языке. Это не ваши современные кроксы. Всю нашу этноэкспедицию по Самарской области моя семья и я одевались в коми-национальную одежду, либо одежду с орнаментами народа коми. И знакомили всех, кто попадался на нашем пути, с коми-культурой. И напишите-ка в комментариях, как думаете, почему молодежь часто стесняется своего родного языка, традиций и культуры. С чем это связано? Мы находимся в городе Похвеснево. Был такой помещик Похвеснево, ему выделили землю. Вот здесь обосновался город ветра, ветровый, поэтому здесь все связано с ветром. Есть парк ветра, есть много работ творческих. Панно, пожалуйста. В этом панно мы представили наш город. Так как у нас нет больших таких вот огромных серьезных направлений, а в основном только прикладное, я для себя определила основные 5 направлений. И начали мы эту работу. Встреча в Доме ремесел вдохновила нас, гостей, на новые творческие проекты. Мастера и их работы вызвали восхищение. После того, как приеду домой на Ямал, обязательно порукодельничаю, поплету бисером. Так сказала моя коллега из Ямала Некко, по национальности немка. Потому что мои стоили 10 тысяч. Это сережки из кости мамонта, они стоят 10 тысяч рублей. Это настоящая валюта, поэтому закупайтесь костями мамонта, они будут с каждым годом дорожать. Понимаете, куда инвестировать нужно. Но в чем особенность? Смотрите, у них есть характерный рисунок на ребре. По этому рисунку вы можете определить, подделка перед вами или нет. Потому что у настоящей кости мамонта всегда будет такой узор. Мы приехали в село Старое Ермаково. Здесь активно сохраняются традиции татар. Конечно же, это первое, это татарское щедрое чаепитие. Нас сразу угостили. Стол был накрыт даже не на обед и не на ужин. Стол был накрыт как будто бы на какой-то праздник, на свадьбу. Это всего лишь одно чаепитие. Второе, это известная ермаковская дробушка. Это когда делают особые движения ногами. Этноблогеры поехали изучать Самарскую область. Ну что, будем рассказывать. Хотим рассказать вас, предложить вам отведать наши национальные татарские блюда, одним из которых является хэстабы. Что вы здесь в составе спросите вы? Здесь ничего сложного нету, но главный состав, главный компонент, это должно быть приготовлено с любовью, с душой, с теплотой. Это тесто с картошкой. Дорогие гости, вы находитесь в одном из отдаленных районов Самарской области. Это Камышлинский район, село Старое Ермаково. Здесь есть частные фермерские хозяйства, есть обычные хозяйства. Можем угостить свежим молочком, производством, продуктами собственного производства. Прекрасный социокультурный центр, творческий, душевный. Здесь, видимо, проводятся кружки, также здесь тренажерный зал. Томас заценил шарики. Дроби, татарские дроби. И это очень увлекательно, интересно. Особенно коллектив. Шикарный коллектив. Они знают историю своей культуры. Могут рассказать про гармонь. И здесь тоже есть проблема, то что гармонистов становится очень мало. Наверное, эта проблема есть везде. И хорошо, что мой друг Владимир Трошев в Республике Коми продвигает гармоничную культуру среди молодежи.
На самом деле, да, это были очень насыщенные 3 дня в Самарской области. Мы передвигались на автобусе из одного села в другой. И между делом я менял образ. Представляю вам костюм коми-охотника. Мы, кочующий народ, снова перекочевали в село Камышла. Будем знакомиться с татарским театром, которому 100 лет. 100-летний татарский театр. А вообще я тут не один этноблогер. Этноблогеры со всей страны собрались. Ну, не со всей, так, из нескольких регионов. Таймыр. Ямал. Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва. Вот видите? Мы вам хотим показать отрывок из спектакля драматурга Туфана Минулина, комедия «Старик из деревни Эльдермеш». Дальше что говорить? А дальше что говорить? Да, вот это вот маленькая от нас. Давай ты, Инен. Я буду иногда по-татарски говорить, не ругайтесь, пожалуйста. Нам показывают отрывок татарского спектакля, и мне слова вообще непонятны. Я чувствую себя иностранцем, но сюжет очень интересный, особенно когда там дедушка плевал на руки, так, а потом здоровался с человеком. Это, наверное, какая-то традиция. Родной язык многие знают? Да, знают. У нас в школе преподают. У нас преподают язык не только факультативно. У нас дети учились, и даже дети русские заходили на преподавание татарского языка. Вот мое имя Иль-Сияр. Иль – это родина, а Сияр – любить. Родину любить. Полный перевод. Друзья, вы посмотрите, сколько здесь национальных блюд представлено. Это каленое яйцо называется. Калили они на какой-то горячей поверхности каленые яйца они. Томасу очень нравится. Томасу прям понравилось, смотрю. У нас тут весело. И вот я говорю же, вот если сейчас во время свадеб, например, тосты говорят, то у нас это было каждому песня своя. И песня была, она по тематике. То есть не надо там слова какие-то прибавлять, не надо их убавлять. Это было уже до нас все сказано. То есть в этой песне все сказано и мотивом, и словами, всеми. Одну из субэтнических групп татарского народа, кряшин, называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Кряшины – это православные татары. Шапка какой. В селе Назаровка моего сына Томаса очень сильно полюбили и весь вечер с ним игрались, что в один момент мы о нем даже забыли. Конечно, шучу, но один местный житель забыл подарить машину Томасу. И на обратном пути на трассе остановил автобус и отдал свой подарок. Это было очень удивительно и приятно. У вас есть друзья, запомните. В любое время дня и ночи звоните, не будет меня на месте встретят наши люди. Йортес. Вообще здесь многие названия схожи с названиями в Югыре, Ханты-Мансийском округе, либо в Сибири, например, Красноярский район, поселок Сургут. Дело в том, что здесь были переселенцы из Сибири, и они давали названия новым поселкам в честь тех мест, где жили раньше их предки. Слушайте, девчонки, а дело-то доходное, может, возьмете меня в свою стаю? Фитишопить или как там? Так случилось исторически, что они очень любили петь. В начале прошлого века предки семьи Содомовых начали собирать и исполнять фольклорные песни. К увлечению подключились их дети, затем внуки. Сегодня ансамбль Содомовых, состоящий из нескольких десятков родственников, сохраняет русские народные певческие традиции. Сухарик надо уговаривать, внимание надо уговаривать. Опа, стоп. Гости, Настя, Ричты. Уж ты, милая, хорошая моя, на картинке нарисованная. Малинка моя, в саду ягода, малинка моя. На картинке нарисованная, в магазине публикованная. Малинка моя, в саду ягода, малинка моя. Малинка моя, в саду
находимся с вами в селе Сергиск. Сергиск основан в 1703 году по указу Петра I. Мы ровесники Санкт-Петербурга, одним указом утвержденные, назван в честь Сергия Радонежского. И сейчас, проходя мимо, мы увидим памятник Сергию Радонежскому. Это наш покровитель, наш оберег нашего района. Ну, в районе у нас проживает на сегодняшний момент 44 тысячи примерно. К 300-летию села Сергиевска сильно поменялось его облик. Был открыт сквер, храм, вот ЗАГС. Теперь у нас зарегистрироваться молодые могут вот в таком прекрасном ЗАГСе. Внутри у него очень интересный интерьер, тоже весь стеклянно-зеркальный, поэтому тоже очень уникальное место. Все, я поехала. Расскажите, что это культурный флекс? Культурный флекс – это мерч нашего канала. Мы решили сделать такой мерч. Сюда мы собрали коми-промысловый календарь. На его основе мы его переработали и сделали здесь разные животные. Это тотемные животные разных народов России. Но как бы идею я взяла из коми-промыслового календаря. Честно, я не знал, это вот прям в точку попал просто. Да, ну культурный флекс — это значит, что мы флексим, то есть мы танцуем, мы веселимся и не стесняемся своей самобытности. Меня тут чуть не женили, и платок жениха надели на меня, и на танец пригласили. Вообще чувашские женщины, они такие властные, и даже у них костюм снизу женственный, а сверху такой воинственный. Очень отличается от коми. Ну прям вообще не похожий на коми. Чувашский костюм, он разнообразен. В нашей местности ходили наши предки так. Женский, девичий костюм. Обратите внимание, шея обязательно должна быть закрыта. И тоже серебром. Потому что наши предки верили, что серебро отгоняет злых духов. Вот, попрыгайте. Звеним? Звеним, да. Отпугиваем. Если мы посмотрим назад, то сзади тоже есть. Немножечко, но есть. Обязательно вышивка должна быть. Потому что без вышивки у нас чувашские женщины вообще не мыслили. Вот этот вот сара девушки начинали одевать после того, как она созрела. Девушки когда созревают у нас? Когда начинают приходить те дела, да? Они созрели. Тогда начинают одевать. И уже, видя сара, мальчишки заглядываются, юноши, что эта девушка уже созрела. Нам подарили от правительства Самарской области подарки. Сейчас будем распаковывать. Я сыну буду рассказывать на каком языке, что подарили. Томас, ты не кожна висну, Самара щаньта, я не шум подарок. Тят как раз висну ладошки, я зачегощись на вниса тяд. Ворсыш. Вот. И видят еще мы. Интересно, да. Вот такую упаковочку, я еще не знаю, что там внутри. И прямо перед вами буду распаковывать. Стильная железная коробочка. Смотрите, стиль какой. О, я люблю такие подарки. Эксклюзивный Powerbank, как я понимаю. А я как раз сегодня думал купить Powerbank, а теперь у меня Powerbank Самарская область называется. 73% заряда. Еще нам подарили блокнот Самарская область. Здесь находится что-то вот в таком мешочке. Стильный мешочек, правда? Платок. Как раз моя жена любит очень ткани и все, что связано с одеждой, с платками. И вот ей подарили вот такой узорчатый платок. И вот на 15-й минуте фильма мы дошли до самой Самары. Честно скажу, что в этот город хочу еще вернуться. Не хватило. Мы там были только один день, в основном ночевали и ходили в музей. В гостинице, где мы живем, памятники архитектуры 19 века. Это колонны внутри гостиницы. Все остальное новодел, колонны сохранились исторические, исконные, оригинал. Мы тут не успели выйти, и лифт уже поехал вниз. Тут он очень быстро закрывается. Выходим. И просто лифт уже закрывается. И смотрите, чугунная лестница. Материал уже, ну, как будто бы чугун, реальный чугун. Интересно, это новодел или она старая, эта лестница?
Я впервые такое встречаю, хотя много путешествуем с ребенком. То, что отдельная детская кровать. Мы, конечно, с собой привезли складную, но это прям большой подарок. У меня жена вчера, как увидела, расплакалась. Обряд совершеннолетия. Наступала пора, когда мальчики становились юношами, девочки девушками. И в буквальном смысле девочку родители встречали из бани, и она должна была запрыгнуть в паневу. Говорит, хочу, вскочу, не хочу, не вскочу. Таким образом показывает свою непреклонную волю, но потом все-таки она запрыгивает в эту паневу. То есть как она запрыгивает? Она на лавке, а рядом родители, мать и отец, держат вот с двух сторон эту паневу, потому что вот это место не как у нас у юбок достаточно узкое, да, а оно было очень широкое, оно вот так просто шнурочком потом затягивалось. Поэтому они запрыгивают. И она запрыгивает, и, собственно, все. С этого момента переходит уже в разряд невест. Да, Кися. Кися. Томас кис любит. Еще одним удивлением Самарской области стали поволжские немцы. И мы у них гостили, вкусно ели традиционное блюдо. Будем пробовать штрудель, в котором присутствует картошка, капуста, мясо и, конечно, тесто. То есть штрудель — это не десерт, как вы думаете, а кое-что другое. А вот немецкий пирог ревелькул, пирог с крошками переводится. Мы приехали, тут вообще ничего не было, понимаете? Просто большой бурьян. Все. Поле. Все. И вот такой бурьян. А что сюда именно приехали? Ну, тут будет возрождение, тут и немцы помогали строительством, сейчас будет тут стройка. Ну, все, и вот так получилось. Приехали и начали. В какой-то момент я осознал, что наша этноэкспедиция превратилась в этногастротур. Мы просто ездили от одного стола к другому, и в финале мы угощались у народа мордва. На столе было необычное блюдо, называется пасха. Оно совмещает в себя и кулич, и яйца. Пирог с калиной. Вот пирог с калиной. Эти блинчики. Это пирог с рыбой. Она из кислого теста. Это пирог, курник с этим, с мясом. Прошу извинения. Вот и вышло уже солнце, и мы выдвигаемся обратно домой. Эта экспедиция была полезна мне тем, что я набрался опыта и понял, какие проекты можно реализовать внутри нашей республики. А также я снова убедился, какая у нас многонациональная страна, Россия. Мы проехали по 5 этносам, и это в одной Самарской области. Не говорю уже и по России. А Республика Коми какая у нас богатая, поэтому мы едем на свою родину дальше изучать родной край вместе с проектом «Территория Коми» и со мной. Поэтому подписывайтесь. Так, ага, уже Томас плачет, все, погнали. Мы прошли через века и традиции, познакомились с уникальными культурами. Путешествие по Самарской области – это не просто экскурсия. Это возможность открыть для себя новые горизонты, научиться чему-то новому и стать частью большой дружной семьи. Давайте сохранять это многообразие и передавать его следующим поколениям. Мы отправляемся на родную территорию Коми, чтобы изучать наш край. С Новым годом вас, дорогие друзья! Ставьте лайки. Мы с командой будем радовать вас новыми культурными фильмами.